История про Олю и Колю. У Оли есть велосипед, а у Коли есть монетка. Оля хочет продать велосипед, а Коля хочет его купить. Но велосипед стоит 10 монет. Из-за нехватки денег Коля просит Олю немного подождать и дает ей пока задаток. А Оля решает сразу же отнести задаток в банк. Дома ведь воры украдут, а в банке надежно. Да и проценты капают. Коля решает взять кредит в банке, но в банке нет 9 монеток. Там всего только одна монетка, Олина. Банк выдает ее Коле, тот Оле, а Оля снова относит ее в банк. И так 9 раз. В конечном итоге Коля должен банку 9 монет, а банк должен Оле 10 монет. Была одна монетка, а теперь их стало 19, из которых 18 банк наплодил из пустоты, и лишь одна монетка настоящая. В природе этих денег не существует, и Коля по факту никогда не расплатится с банком. Он теперь в финансовом рабстве у банка навсегда. Но тут вы скажете, что ведь и банк должен Оле, он тоже, получается, у нее теперь в рабстве. Это так, да только вот Оль у банка много, поэтому он всегда сможет расплатиться с одной Олей монетками других Оль. Ведь одновременно все Оли за своими деньгами не придут. Иными словами, рабство Коли настоящее, а рабство банка мнимое. Это простая модель банковской системы, которая изначально порочна и нечестна. Современная банковская система для банкиров, а не для людей. Простых людей она лишь закабаляет, превращает в финансовых рабов. В этом ее смысл. А потому она должна быть, наконец, разрушена. И финансовый апокалипсис, друзья мои, неизбежен.